Добрый вечер, здравствуйте. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И снова с вами программа «Вечерняя игра». И мы ее вечерние ведущие Лия Сергеева. Петр Нежинский. Очень любопытная беседа нам сегодня предстоит. Интересно, я думаю, будет игра. И, конечно же, ароматный чай всегда с нами. И ароматный чай с нами сегодня будет пить драматург, режиссер кукольного театра Светлана Дорожко. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер. Светлана, вот про шашки мы вас попозже спросим. Просто сейчас, прямо перед тем, как мы начали наш эфир, вы рассказали, что руки у вас трястись начали. В связи с чем вот мы бы хотели нашим телезрителям и поведать? Сегодня в театре ответственное мероприятие, ответственное прежде всего для режиссера, называется «Сдача». Сдача спектакля худсовету. Да? Худсовет – это такая вот внутри театра компания людей, что ли, если так можно, ну, руководство театра, естественно, творческое, административное. Вот. И сдача – это как бы первый показ на зрителя, и в первую очередь вот этим людям, которые являются членами худсовета. После спектакля обычно бывает обсуждение, когда худсовет размышляет, вот хороший спектакль или плохой. И в советское время спектакль могли не принять. То есть просто потому, что он кому-то не понравился? Не просто кому-то. Перевешивающий голос какой-то существует. Да, ну и существовало же еще, почему вообще это понятие появилось, сдача, кому сдаем чего. Ведь были члены политбюро, и как бы коммунистическая партия, и какой-то правком в театре, да, и театр мог не соответствовать каким-то политическим нормам, там, стандартам, да, что-то могло показаться несоответствующее. Неполиткорректно. Да, что-то вот не то. И могли спектакль, допустим, не выпустить, или сказать, нет, что-то вы, товарищ, не доработали, давайте-ка вы еще порепетируйте маленько, вот это уберете, вот тут вычеркните. Ну, как-то приведете все. Так, а сейчас у худсовета какая функция? Какой жесткий монтаж, да? Я, честно, не знаю. Но я сдачу воспринимаю как первый показ на зрителя. И это очень волнительно, потому что ты же вот сам с собой репетируешь, грубо говоря, да, сам с собой режиссер в зале, ну, те, кто работает над спектаклем вокруг тебя, и все. И в какой-то момент ты утрачиваешь вообще представление о том, что получается. Что это вот за спектакль? Хороший он, плохой? Как на это будут реагировать? Ну, то есть у тебя уже в голове полная каша. В собственном соку. Да. Ну, ты в этом живешь зато, получается. То есть как раз вот прям ну, да, ты в этом по Станиславскому. Да, ты настолько погружен, что уже не можешь отследить, каков результат. И поэтому первый зритель, который приходит, сдача ли это, или это открытая репетиция, как в некоторых театрах называется, или открытый прогон, неважно. Первый зритель – это самый как бы вот важный момент для режиссера, потому что вот тут-то и происходит понимание, что черт, что-то не задалось. Или наоборот, о боже. А режиссер находится рядом с комиссией или как вот просто все по-разному. Поглядывает? Некоторые смелые режиссеры, они, конечно, присаживаются, но я таких мало знаю. Часть режиссеров вообще не могут это смотреть. Они бегом выбегают из театра, садятся где-нибудь в кафешку, ждут, когда это закончится, потом приходят и смотрят, тихонечко смотрят в глаза зрителям. Так, выискивая в них правду, там, что на самом деле произошло, хорошо ли прошло, плохо ли. Или спрашивают робко у звукооператоров, ну, у тех, кто работал над спектаклем. Ну, как там вообще наше-то? Вот. Я смотрю частично. Я, например, люблю находиться в рубке у звуковиков или световиков и как-то поглядывать. То есть я так смотрю на сцену, потом вот что-то пошло не так, и я сразу раз и могу спрятаться куда-нибудь. Ну, то есть у меня свои есть. Это очень страшно. А для вас как? Вот этот вот как раз предпоказ, вот эта сдача волнительнее, чем сама премьера спектакля уже непосредственно на сцене, перед зрителями, вечером, где все так это же то же самое. Они же тоже приходят нарядные на сдачу. Не в джинсах. Ну, часто это же гости, часто приходят журналисты, театральные критики, я не знаю, там, друзья, коллеги, там, актеры не заняты в спектакле. И это еще более волнительно, потому что это самый строгий зритель. Это зритель, который что-то понимает. Да. Да? Имеет право критиковать. Ну, да. Ну, пока мы не знаем, как примут на вот этом как раз показе ваш спектакль. А я вообще думаю, Казань, я тоже в этом уверена. А Казань вообще вас как приняла уже сейчас? Прекрасно. Такой красивый город. Я, правда, не успела ничего увидеть. Первый раз, да, в Казань приехали? Первый раз в Казань приехали? Ну, можно сказать, что да. Я приезжала в январе на так называемый техсовет, это и худсовет, да, когда я представляла свой спектакль.
А сейчас 3 мая я сюда приехала, и вот здесь нахожусь. Но у меня совершенно нет времени на прогулки. Пока. Пока нет. Пока нет, завтра уезжаю. Так. Пока нет и не будет. Похоже, придется вам снова Нет, приезжать я в скорости. мечтаю приехать в Казань просто погулять. Потому что действительно город удивительный, красивый, по-своему неповторимый. Очень резко. Я много где была в разных городах, и он отличается очень сильно от многих городов. Ни с чем не перепутать. А вот, кстати, про разные города, коих вы повидали множество. В одном из ваших интервью мы увидели очень такую интересную фразу, что вы не любите работать в столицах. Нет, не люблю. Почему? Ну, хотя в Питере, наверное, люблю, просто я там работала мало. Наверное, я еще люблю в Питере. А чем столицы так не угодили? Дело в том, что достаточно сложно в ситуации город большой, да, Такой, возможности... Давайте посчитаем их по пальцам. Столицы. Столицы 2, да. Нет, Казань тоже очень столичный город, я считаю. Но здесь своя все равно история с работой. В Москве, по большей части, я имею в виду Москву, да, город огромный, город больших возможностей. И есть всегда ощущение, что люди, которые работают в театрах кукол, не знаю, в драме ситуация, я думаю, другая, они все-таки воспринимают эту работу как бы вот от звонка до звонка, и мы побежали дальше что-то еще поделать в этом. Ну, то есть я все время чувствую, что я как-то вот ограничена, что я не свободна как постановщик, да, и по времени, и по ресурсам. То есть человек либо затрачивается весь, вот как, кстати, происходит здесь, в Казани. Актеры замечательно работают, и, в общем, у меня нет вопросов совсем. Вот. Либо человек выбрасывает тебе всю энергию, да, либо он экономит, потому что он знает, что в 6 часов побежал на другую работу. И все такое. Но там по-другому не выжить, я их понимаю прекрасно. Зарплаты в Москве, в театрах кукол такие же, как здесь. Даже, может, меньше. Печально. Поверьте. Ого. Ну, вы в свое время ведь планировали стать актрисой. Когда только поступали в театральное училище, вы очень необычное Браво. произведение выбрали для Поступления, экзаменаторов. Так глубоко вы копнули просто. Вы Муха. старались. Муха-цокотуха. Да. Тем более, что я поступала на драму. Вот это очень Я драматичное произведение. Вы были очень драматичной мухой-цокотухой? Нет, я как раз была очень игровой мухой-цокотухой. Поэтому непонятно вообще, почему я поступала на драму. Может, потому что я просто не знала, что театр кукол — это что-то совсем очень интересное. Лично я имела представление о театре кукол — это Хрюша и Степашка под столом. Да, спокойной ночи, малыши. В городе, где я выросла я в городе Мариуполе, Донецкая область. Ой, микрофон потрогала. Вот, в городе Мариуполе там не было театра кукол. И представление, ну, собственно, там необыкновенный концерт по телевизору, вот, Хрюша, Степашка, вот, больше ничего. Поэтому, когда я не поступила на драму, как многие люди не поступают на драму, и мне предложили, а может, вы покажетесь, вот у вас как-то такая, вот вы веселенькая, может, покажетесь в куклах? Как? Я? Куколки какие-то. Да. Нет, как? Я же... И тем не менее, Но, с актрисой другой кукольного стороны, театра вы стали. Да, потому что ехать было, я в Ярославль поступала, ехать было обидно как-то, вот совсем ничего. А так можно приехать, я поступила на куклы, но не пошла, мол, не хочу. Вот. Но сам процесс поступления был такой удивительный, вот на кукольное отделение. Ну, расскажите, это же интересно. Ну как? Нам, во-первых, дали попробовать вот это вот, куклу, да, ну то есть дали подержать ее в руках. Потом наш педагог Людмила Анатольевна Савчук, которая, кстати, является автором пьесы «Хаврошечка», которую я ставлю, которая в «Темном чулане» хранится. Ну ладно, не будем. В общем, педагог, она с нами очень много занималась пластикой, работой в маске, пантомима. У нас было, там, например, такое задание, как придумать обряд. Ну, как бы через вот такое задание мы как бы не то, что даже исследовали, а погружались в театр кукол с другой стороны. Не с точки зрения, да, там, привычного действия, а с точки зрения существования в обряде человека. Чем он отличается? Что это такое? Но обряд мы должны были придумать сами себе. И причем он мог быть на любую тему. А вот и режиссура. Например, да. Ну, то есть я как студент, да, актер, должен был придумать себе, вот один актер придумал обряд «Я хочу бросить курить». Ну, Ой, давайте вот про этот замечательный обряд мы поговорим совсем скоро, сразу после рекламы. Да, Минздрав предупреждает. Знаете, что нам вспомнилось за время рекламной паузы? Мы так и не сделали ни одного хода в шашках. Да, меня звали вообще-то в шашки играть. Я смотрю, дело-то не Мы тем вот так вот пахнет. всех и заманиваем. Мы говорим, приходите, поиграем в шашки. Давайте сыграем. Я вот первый раз сегодня буду играть белыми, если вы позволите. Да ладно, мне вообще все равно. Ой, как бы я должна вот так, наверное, как-то поделать, да? Вот. Ух ты! Можно и так, да, поделать.
Про обряды, которые вам нужно было придумать. Какой вы обряд придумали? Я придумала обряд поклонения деньгам. Почему-то. Так, Любопытно. очень распространенный Поподробнее. нынче обряд. Да, он очень полезный. Можно иногда, я могу вас научить, как это делается. Это помогает, наверное. Я не знаю, просто я всегда немножко мыслю формой. Мне хочется, чтобы было на сцене красиво. Приходите на Хаврошечку. Да, с удовольствием. Вот. Мне хочется, чтобы было что-то такое визуально ясное. Да? Вот что касается денег, все было ясно, как это можно сделать. И у меня был А такой вот нам не очень ясно, как это нужно было сделать. Ну как? Нужно, чтобы было много каких-нибудь красивых, блестящих каких-нибудь штучек, которые я красивым жестом разбрасывала вокруг себя. Всяко разно там руками размахивая. Но это я сейчас иронизирую, но на самом деле я все там придумала, от чего к чему я иду, как появляется вот это вот сокровище так называемое, которое я там приманиваю к себе. В общем, это было забавно и весело. Интересно. А какие еще были вот любопытные, забавные случаи с вами, когда в пору, скажем так, когда вы были актрисой? Да я так сразу, наверное, не вспомню. Вообще, мне кажется, жизнь актера актера... это штука специфическая. Жизнь такая. актера — это сплошной смешной случай. Если так вдуматься, да? Люди получают мало, работают часто очень много, И всегда физически веселые. тяжело. И почему-то работают. И на сцене-то их особо не видно. Да, особенно кукольников. Они Тут же, и знаете, на пенсию уходят раньше. самолюбие не У потешишь. многих позвоночники там, Руки. больные, колени. Вот у меня колено, вот, ну как бы вот, травма. Теперь на Да, всю жизнь. профессиональная Иногда, травма. да. Ну, потому что много приходится работать за ширмой. На Полуприсед- коленях? присед- Нет, именно вот А, на коленях. на Когда коленях. ширма низкая, вот, кстати, в Хаврошечке тоже, да, к сожалению, пришлось так актеров помучить, да. И с куклой, да. То есть это нагрузка на колени, на позвоночник, это еще весит какой-то там килограмм, 2, 3, 4, 10. Ну, а Поэтому- что повлияло тогда, что вы решили из артистов уйти, скажем так, и стать режиссером? Я, честно говоря, сразу хотела уйти из артистов, как пришла. Ну, То есть, как только вот руку... Колено. Я лучше ими управлять. Нет, вы правы, что мы пока учились, наш мастер давал нам возможность что-то попробовать себя как режиссеров, да, своих ли кусков, либо с участием других студентов там. Ну, то есть мы немножко, чуть-чуть, там, первые 3 года, пока не дошло дело до дипломных спектаклей, могли как-то экспериментировать. Мне это все было ужасно интересно, потому что это работа с формой. Я еще в детстве там лепила, рисовала, закончила художественную школу. Ну, в общем, это то, что мне оказалось очень близко по моему нутру. Вот. И я уже сразу, как заканчивала Ярославль, думала, что я, наверное, хочу поступать на режиссуру. Другое дело, что очень долго искала мастеров, что не так много где учат именно режиссеров театра кукол. И мало людей, которые это делают хорошо, на мой взгляд. Извините, если что. Ну, правда. Где же вы их нашли? В Петербурге. Ну, вообще, в Питере первая же кафедра театра кукол появилась. Впервые в России, там, Королев, основатель кафедры. И там стабильно есть факультет театра кукол, и режиссеров учат. Давно учат. Но я просто искала именно тех мастеров, с которыми мне будет интересно. Вот они пришли в академию, начали работать в академии, мне про них рассказали. Я сходила, посмотрела на выпускной курс. И я была вторым вот их курсом, который они выпускали как мастера. Ставистки. Муж и жена. Вот так, собственно. Но это прошло 11 лет после того, как я закончила Ярославль. И вот все это время работала актрисой в разных театрах. Ну, хорошо. Ну и, коль уж сегодня вы упомянули про крошечку-хаврошечку, у наших телезрителей и у нас вместе с ними сейчас есть возможность как раз эксклюзив посмотреть. Так что смотрим. Спасибо, девица-красавица. В Татарском государственном театре кукол «Океан» премьера. Спектакль «Хаврошечка» для детей от 5 лет и старше. В этот раз театр решил обойтись не своими силами, а привлечь к постановке известного российского режиссера и драматурга Светлану Дорожко. Контакт между ней и труппой возник сразу. Светлана Леонтьевна сумела увлечь актеров своими идеями и получила главное – максимальную творческую отдачу. Постановка была очень интересной, интересно мы время проводили. С режиссером всего за месяц мы этот спектакль выпустили. Режиссер Светлана Леонтьевна, она просто нас, не знаю, как объяснить, она нас просто духовно и вообще просто поднимала, можно сказать. Мы очень интересно было с ней работать, и мы были счастливы. Спектакль «Хаврошечка» — это вариация на тему русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка». Но на сцене юные зрители увидят не просто хорошо всем известный сюжет, а действо с глубоким символическим смыслом.
Итак, жила-была Хаврошечка вместе со злой мачехой и такими же сестрами, и никому не было до нее никакого дела, кроме волшебной коровы. Уж не тебя ли? А что? А может и меня? Я тоже согласная. Погуляю, покручу, в девках не останусь. Эх, и радость ему будет, кому я достанусь. Нет уж, дудки. Спектакль окончен. Куклы и кукловоды отправляются за кулисы. Ждать очередного выхода и очередной театральной магии, которой наполняется зал вместе со смехом и аплодисментами маленьких зрителей, пришедших в гости к сказке. Ну вот интернет утверждает, вот как раз-таки у нас есть возможность сейчас из первых уст это либо опровергнуть, либо подтвердить, что «Хаврошечка» чуть ли не единственный ваш спектакль, который поставлен не по вашему произведению. Да. Правда? Вы не доверяете другим драматургам? Нет, почему? У меня еще Фанвизин вот есть. То есть два? Недоросль, да. Маловато будет? Ну да, вот так. По-своему удобнее работать? Нет, дело не в этом. Это требование, мне кажется, современного театра, такой как бы вот эта история. Не я одна пишу пьесы для своих спектаклей. Дело в том, что, ну, как я вижу театр кукол, это прежде всего визуальный вид искусства, да, то есть это форма, это какой-то символ, образ. Вот, и образ часто диктует, скажем так, ну, можно условно сказать, что диктует драматургию. Да, вот я, допустим, могу какую-то сцену, которая в диалогах между людьми, да, вот в обычном театре, да, вот мы сели и о чем-то говорим. Я это могу сыграть без слов, я это могу сыграть на действии, на куклах, да. Я могу это сыграть через какие-то там тени или через еще что-то. Ну, в общем, у меня масса есть приемов, которыми я могла бы обойтись без слов. Или обойтись тремя, но очень важными для меня словами. Так вот, мне проще эти 3 слова самой сочинить, чем сокращать какого-то драматурга. Причем часто сокращения приводили к тому, что, в общем-то, я писала сама с нуля. Сделай сам и сделай с нуля. Нет, у меня были пробы работы в соавторстве. Вот про хомячка спектакль есть в Омске. Я просто договорилась. Ну, это тоже хорошая вещь. Ну, то есть мне казалось, что это очень интересно. Мы с драматургом вместе начали разрабатывать пьесу оригинальную. И так вот постепенно это выросло в спектакль. Но, опять же, это отняло очень много времени и сил, которых, в общем, немного, когда ты работаешь вот подряд, да, допустим, ставишь. И тут у тебя уходит куча времени на то, чтобы человека убедить другого, да, что вот так надо, мне вот так надо. Мне не надо, чтобы он говорил вот это. Мне надо, чтобы он сказал вот это и вот это. Ну, ты понимаешь, что так не раскроется персонаж, что это там тыры-пыры 8. Ладно, хорошо, давай. Ну, то есть какое-то время потрачено, я подумала, нет, надо все-таки дальше опять самой двигаться потихоньку, вот. Писать. А вы для кого больше все-таки ставить любите? Для взрослых такие тяжелые спектакли? Нет тяжелых спектаклей для взрослых, я вас умоляю. Легкие такие спектакли для взрослых. Хорошо, тогда переформулируем. А проще для кого ставить? Кто Для взрослых. проще все-таки для взрослых? В театре кукол проще ставить для взрослых. Это я могу вам заявить со всей. А с чем это связано? Дело в том, что дети воспринимают в первую очередь действия, да, и мы обязаны с этим считаться. То есть, конечно, я знаю много примеров, когда в спектакле «Театр кукол» текст имел большое значение, но он все-таки вторичен. Мы все равно будем следить за тем, что герои делают. Да. Вот действие простроить, которое бы ребенка задержало внимание, это не так просто, особенно маленького. Вот самые сложные спектакли, мне кажется, вот для 3-леток, 2-леток. Их тяжело ставить, потому что у них совсем внимание рассеяно, да, то есть как вот это. И чтобы при этом это было все-таки не пошло, это было бы все-таки не шоу какое-нибудь. Еще и смысл какой-то несло. Там смешарики или лунтик. Я хорошо отношусь к мультфильмам, но когда мультфильмы переносят на сцену, это просто на потребу. Это просто потому, что купят все равно билеты, потому что в телевизоре. А все-таки... Я вот не знал, что есть такие спектакли. О, вы что? Свинка Пеппа сейчас популярна. Во множестве. Шоу. Ростовые куклы. В общем, да. И поэтому это да. Ну, а взрослые все-таки больше воспринимают монолог какой-то, да, диалог? Нет, дело не в том, что они воспринимают, они готовы потерпеть. Они готовы, ну, просто у них внимание дольше держится, да, и он готов уловить смысл, который заложен или в тексте, или в каком-то взаимодействии персонажа, да, подробном, там, таком. Ну, не надо так удерживать внимание. Да, в общем, можно какие-то усилия, которые ты тратишь именно на это, пустить на что-то другое. А вот любопытно, а в театре кукол вообще можно поставить драму? Ведь кукла Всё и можно заплакать не может, и там и какую-то За эмоцию нее заплачет сыграть. механика куклы. Туда можно вмонтировать кое-чего, или слезки потекут, если надо. Если прям без этого не обойтись, конечно. Театр кукол вообще очень фокусный вид искусства. Там много зависит от трюка.
Он может быть вот сделан механиком, а может быть просто продуман режиссером, да, вот как это раз и неожиданно голова отлетела и покатилась по ширме. В драме разве сделаешь такое? Нет? Сложно будет обезглавить актера на сцене. Да, к сожалению. Какой кошмар. Знаете, мы в театре кукол очень любим черный юмор. Уж извините, Это конечно. круто. Да, занятно. А вот у кукол вообще есть характер? Или все-таки Конечно. это Это то есть первое, это что не есть у кукол. придаток к актеру? Ой, что вы говорите вообще? Как вы меня сейчас Святотатствую, да? Нет, дело в том, что характер куклы продумывает режиссер вместе с художником. И на самом деле все наоборот. Актер получает куклу, в которой уже заложен характер. Он обязан с этим А считаться. если она вредная? А бывает, да, действительно, что вот, Строптивая кукла. не сходится актер и кукла. Ну, желательно, чтобы сошелся. То есть он Берем берет куклу куклу, домой, везде да. с ней ходит, гуляет по магазинам, по Вот ресторанам. не дай бог, да вы что, не надо до такого доводить, до сумасшествия. Да, это клиника, но это не про нас. Нет, все нормально. А вы в создании кукол для своих спектаклей участвуете или вы отдаете все это на откуп? Нет, это обязательно. Ну, в смысле, не леплю ли я сама из пластилина? Нет, имеется в какие-то виду ЦУ чувство и Нет, характер. естественно, как бы, что режиссер, он главный, он придумывает образ спектакля, он придумывает персонаж, какой он хочет, чтобы этот был персонаж, да, там, вредный, да, вредная какая-нибудь принцесса. И я эту задачу обсуждаю с художником. Я хочу, чтобы такая-такая. Он рисует эскизы, причем я люблю, чтобы это были карандашные эскизы, чтобы я могла... А то художники иногда нарисуют эскиз тебе красивую картинку, такую, потом ты говоришь, нет, что-то, понимаешь, не совсем то, что я хотела. Он расстраивается сильно, и переделать уже не хочет. Потому что он вот нарисовал, старался. Там, Душ вложил. Вот, деньги, опять же. Вот. А когда карандашом, ты можешь... Давай, и художник, вот, с которым я часто работаю, Алексеев Александр, он, например, рисует сразу у меня 8 вариантов. На выбор. Одного персонажа, да, и говорит, ну давай, какой тебе кажется ближе к тому, что тебе нужно? Я говорю, ну вот этот, пожалуй. И мы уже дальше разрабатываем этого персонажа. Вот, а дальше актер уже получает, и он, да, домой, не домой, но как-то должен считаться с тем, что мы придумали. А как вы Понятно. считаете, вот эти современные технологии, 3D, там, дождем залить зрительный зал по ходу спектакля, это все-таки тоже работа на потребу, и это расцвечивание слабых мест спектакля, или это действительно дополнение и Нет, помощь? конечно, я считаю, что дополнение и помощь, безусловно. Ну, а вы используете как-то вообще театр кукол? В Естественно, частности? я была бы счастлива залить зрителей, если бы были А уж возможности. зрители бы как рады были. Театр кукол, к сожалению, не так хорошо обеспечен, кстати, в сравнении с драмой той же. Мы все время вынуждены там считать каждую копейку в любой постановке. Ну вот в «Хаврошечке» опять же используется проекция. Специальный человек создавал ролики для этого спектакля, видеоролики, мультики. Ну, в общем, это все дополняет действие. Конечно, не для того, чтобы там как-то что-то удивить кого-то или чем-то потрясти. Это все работает на образ спектакля. А Чем больше музыка, кстати, возможностей, вот тем- кто сочиняет? Конкретный какой-то композитор-автор, к которому обращаются? Ну, по-разному. Бывает, что подбор музыкальный делается, да, сам режиссер или кого-то привлекает. А часто композитор, я часто работаю с композитором. Вот и в «Хаврошечке», опять же, специально написана авторская музыка. Петр Макаров из Мурманска это сделал. Такая интернациональная у вас компания со всей России. Да. Вот человек, который проекции делал из Челябинска. Педагог по вокалу, который, скорее даже не педагог, а вокальный режиссер. То есть у нас есть песни в спектакле, есть не условно многоголосие, но все-таки есть некая драматургия и в песнях тоже. Она приезжала из Москвы и вот работала с артистами. Ваш спектакль о русалочке Свете, которая в поисках любви, много приключений пережила, и целая деревня ей помогала, и в итоге помогла, помог вам стать номинанткой «Золотой маски». Помните эти ощущения, когда вам сообщили, что «Алло, вы номинированы»? А вот такие же были, как перед сдачей? Вот, Нет, вы что, это вообще все, на мой взгляд, мной лично воспринято было как «почему это? Зачем это?» Ну, по смыслу сдача это гораздо серьезнее. То есть, а вот приятно-то было хотя бы. как раз сейчас мы смотрим приятно. отрывочек А, из то есть, этого ну, спектакля. То есть сдача спектакля для вас куда волнительнее, нежели Естественно, вот такая номинация? Конечно, конечно. Это все придет и уйдет, а спектакль это то, что живет, это то, что развивается, это то, что, в общем, на массу людей должно производить впечатление. А маска только для меня. Или там для кого-то. Вы приезжаете, ну, допустим, к нам сейчас вы приехали, вы поставили спектакль, вы увидели его первые показы, и вы уезжаете. А не хочется иногда остаться и посмотреть, как он живет?
Конечно, хочется. Вот поэтому я являюсь главным режиссером Красноярского театра кукол. Согласилась как бы уехать далеко-далеко из Питера, чтобы как раз вот ощутить, что происходит со спектаклем, когда происходит после премьеры. Вы уже понаблюдали, какие-то наблюдения есть на этот Да, счет? можно что-то поправить, во-первых. Это то, собственно, ради чего и хочется посмотреть, что происходит. Потому что на премьере, как и на сдаче, ты ничего не можешь не понять. Ты можешь просто увидеть, понравилось, не понравилось, но почему не понравилось, допустим, зрителю. Или почему понравилось. Проанализировать ты можешь только после, значительно после. Какое-то время уже должно пройти. Иногда можно видеозапись, допустим, посмотреть. Да, вот, посмотреть, сказать, да, вот здесь я, конечно, что-то не права, надо было вот так делать. А ты ничего не сделаешь, ты уже далеко. И приехать специально там, ой, пожалуйста, позовите меня, я тут передумала, хочу вот по-другому немножко сделать. Уже нельзя. Вот, поэтому нахождение рядом со спектаклем – это хорошая история. Но вы все-таки человек-путешественник. А где ваш дом, как вам кажется? В Петербурге. Все-таки там? Да. Я там прожила 13 лет после того, как приехала из Ярославля, и душой там. А как вы сейчас, получается, совмещаете, что дом — это Петербург, и надо шефствовать над своим театром, где вы главный режиссер? В Красноярске. Вот так как-то Это сколько совмещаю. километров от Петербурга? Что-то много. 5 часов, в общем, на самолете лететь от Петербурга. Прилично. При условии современных технологий, да, интернет, телефон, опять же, самолетом можно слетать, если есть деньги, то все возможно. Это не так сильно чувствуется, что ты прям разорвал связи все. Все равно. То есть, если нет денег, котомочку на спину и пешком. Если нет денег, сидим, ждем, когда появятся. Появились, хоп, полетели. А у вас есть какой-то свой секрет, какая-то наработка, не знаю, ноу-хау, можно сказать даже так, да, по работе с людьми, когда вот вы приезжаете в новый театр, какой-то свой определенный подход к людям? Не знаю, наверное, нет. Я пытаюсь со всеми договориться. То есть вы не Вот тоталитарный режиссер? Нет, я все-таки уверена, что настоящее творчество происходит в содружестве только лишь. Я не могу. То есть, когда возникает напряжение, я сама потом мучаюсь больше всех. Я, конечно, тоже, как любой человек, нервный. В смысле, как любой творческий человек, имею вот это вот... Тем более, женщина, все понятно. Тонкая душевная организация. Тонкая душевная, иногда бывает, что... Да, черт побери. Конечно, я это тоже делаю. Но потом мучаюсь больше всех. Больше, чем те, про кого я это поделала. А какие качества в людях вас могут заставить бить кулаком? Лень. Это первое качество, которое меня раздражает в людях. Лень. Когда я понимаю, что человек не хочет ради моего спектакля что-то сделать. Может быть, это не входит в мои обязанности. У меня закончился рабочий день, а я не знаю ответ, допустим. Я не знаю означает, что я не пытаюсь даже узнать. Вот. Это самое главное. А какими качествами? Мы уже выяснили, что ленью обладать актер, особенно Я сейчас не только про актеров говорю. Я сейчас говорю про всех, кто работает над спектаклем. Это могут быть ведь куча народу. А давайте сейчас как раз про актеров. Какими качествами они должны обязательно обладать? На ваш взгляд. Трудолюбие. Да. Нет, вообще-то первый нет. номер – это, конечно, талант. Потому что говорить о том, что актеры там работоспособные, что они там какие-то внимательные, они там старательные, все это отлично. Но если у человека нет искры Божией, то есть вы не согласны с утверждением, что для актера главное это упорство, немножко везения, и где-то там на задворочках уже капля таланта? Нет. Нет, конечно, для актера капля таланта первая, а дальше уже все прилагается. Я сама себя не считаю талантливой актрисой. Я считаю, что просто какое-то время работы, опыт, да, какой-то труд, может быть, не то чтобы сильно, но все-таки. То есть я считаю, что актер, не обладающий сильно большой искрой, может взять трудом. Да. Если... собственно, система Станиславского для кого написана? Явно не для гениев. А явно для тех, кто готов потрудиться. Гений ее и не читает. Он сам про это писал. Я недавно перечитала, какая-то небольшая книжка мне попалась в руки о системе Станиславского. И я думаю, что надо вспомнить, что там вообще было. Смотрю, и вот первое, что мне попадается, это текст про то, что, например, актер Москвин, ему не требуется моя система, пишет сам Станиславский, потому что он гений. Зачем? Кстати, по-моему, он и говорил, что открытие делают дилетанты. Да, труд. А мы профессионально сейчас, кстати, прервемся. Перейдем от Станиславского профессионально. Да. Реклама на нашем канале.
Так, мой ход, пожалуйста, вот. Вы уже стихами заговорили. Тогда я же автор, драматург. Ну, давайте еще парочку попробуем. Вот так. Чтобы было вам потом удобно, смотрите, вот так, раз, два вы должны видеть. Да, а зачем вы подставляетесь? Потому что очень честный человек. Нет, Я люблю короткие спектакли. все А понятно. ваш сын ваши спектакли любит? Оценивает, потом говорит: мам, мне вот тут вот понравилось, а вот тут вот не очень. Театральные дети очень специфические. Сейчас моему сыну почти 17 лет, и он как бы вообще скептически относится. Ему вообще хочется, чтобы я получала все время золотую маску, носила модные вещи, ни в коем случае не такую прическу, ни в коем случае не такую одежду. Ну, все там другие уже. Нет, в 6 лет мой сын вообще отказался ходить в театр. Особенно в театр Не кукол. пойду. Да. Нет. Почему? Всё, не хочу, неинтересно. Надоели Насмотрелся. уже Да. эти куклы. Ну, театральные дети, это же те, которые на репетицию Видимо, приходят с он не родителями. мечтал стать актером кукольного театра, Нет, нет, режиссером. Нет, никаких таких иллюзий нет. Он спортсмен, музыкант, в общем, у него все хорошо. Все грамотно развивается, я счастлив. Господи, только не актер, только не режиссер. То есть врагов вы не пожелали, как Нищета и каторжный труд. Вот что тебя ждет, сынок, в нашей профессии. Нет. Но спорт тоже непростое Да. занятие. И музыка, между прочим, тоже. Но он пока про это не знает, и я думаю, что он постепенно сам поймет. Нет. Но вы уже, и когда он был помладше, не мечтали о его будущем актером? Я вообще связанным редко с театром? встречала родителей артистов, которые бы мечтали, чтобы его ребенок повторил его путь. Да, да. Приходит домой, Да, руки ниже пола. Я Да. хочу, чтобы у тебя так же было. У меня позвоночник. Да. Это классно. Да. А у вас есть какие-то любимые куклы, с которыми вы вот поняли, что после спектакля не сможете расстаться, их так домой? на Да, диванчик? и с собой в Уперли, чемоданчик, в общем. да? Уж скажем прямо. Ну, нет, наверное, это уж как-то чересчур. Нет, куклы, в каждом спектакле есть какой-то персонаж, который тебя прям вот радует бесконечно. Но в голову таких мыслей крамольных не приходит, извините. Есть обаятельные какие-то хорошие персонажи. А как вы отдыхаете? Я что-то этот вопрос себе давно не задавала. Я вообще люблю путешествовать. Если получается Ну, куда-то... у вас По по вашей профессии работе это заметно. Или вы любите путешествовать в Нет, жаркие я страны? очень люблю... Нет, я не люблю, Гималаи? ненавижу море. В смысле, я люблю море, но я люблю его зимой. Потому что я сама выросла у моря, и вот этот жара, песок, это не для меня. Мне нравится лес, какая-то вот озера пресные, прозрачные, что-то такое вот прохладное, в общем. Я не люблю, еще не люблю комаров. А в Красноярске там вообще. активный образ жизни, там, я не знаю, может быть, в Да. свободное время вы любите поесть на велосипеде, Да, на я очень люблю скейтборде. велосипед. Нет, скейтборд не люблю. Не умею потому. Пробовали, да, как будто бы? В детстве что-то там было, да. Я коньки люблю. То есть вы больше Всякие. так к прохладе. Да, как ни странно, хотя я вот южный человек, но мне нравится. И поэтому как-то не задумываюсь, Красноярск, Сибирь, там мороз, куда ты поедешь? Зато комаров нет. Есть! А, есть? Что, в Но я в это время в шубе уезжаю. летать? Нет, там страшно, знаете, да, вот эти в тайге комары, это же толпы просто, полчища. Я такого количества никогда в жизни не видела. Но я на этот период всегда уезжаю как бы либо в Питер, либо на постановку в отпуск, поэтому, слава богу. А музыку вы любите в свободное время или вам хочется тишины, покоя? Мне хочется тишины, покоя. Чтобы никто не трогал. Да, я не смотрю телевизор, я почти не слушаю музыку, потому что этого хватает, А пока в ты кино вот работаешь. вы тоже, да, не ходите? Нет, почему? В кино-то вот как раз можно. Ага. Там А вот как-то из недавно очень просмотренного, редко. что понравилось? Вчера я посмотрела дома, чтобы отдохнуть, «Камевояжера». Мне посоветовал ваш журналист здешний. Фильм иранский, замечательный, очень хорошо. Вот. А в кино последний раз я смотрела «Время первых». Я решила поддержать отечественного производителя, сходить и посмотреть, что И такое. как? И? Ну, в общем, неплохо. Как-то приятно все. Ну, не все прям при все. Ну, замечательные артисты, во-первых, работают. И это все. И сделано не стыдно. Как, сами знаете, наши русские фильмы бывают. Раз так, спецэффект. О, боже, нет. Не надо. А здесь все прилично, хорошо. А самая большая, 2000-х русские фильмы, я бы заметил. Вот так. самая большая похвала в вашей работе, от кого она прозвучала и как это было? Вот для вас лично. Что запомнилось? Даже не знаю. Там, в прошлом году мне встретилась с одной актрисой из Кургана. Или с актером. В Кургане я ставила там года 3 назад спектакль «Старый башмак», и мне рассказали, что в театре есть сын бухгалтера, ему 5 лет. И он ходит на каждый мой спектакль. Каждый. Вот это лучшая похвала, которую я слышала о своем спектакле.
Это очень лестно. Да. А вот как зритель мы узнали уже про ваши кинопредпочтения и кинопосещения. А театральные премьеры вы посещаете? Да, конечно. На самом деле в драматическом театре, в столичных драматических театрах очень много происходит интересного. И, конечно, я Стараетесь не пропускать? стараюсь. Ну, как бы не пропускать. Когда я туда приезжаю, сами понимаете, Красноярск, Москва. Вот. И последнее, что меня очень радовало, это спектакль Дмитрия Крымова. Вот. Замечательно. «Школа театрального искусства» называется. Это, да, кажется. Хороший спектакль. И потом у нас «Могучий» в Питере. Это тоже всегда очень интересно. И я стараюсь. «Бутусов». Последнее, вот то, что я видела, это был Брехт. Это замечательный спектакль, на мой взгляд. А вот фестивали и конкурсы вы любите? Или все-таки вот этой Нет, не соревновательной жилки нет? Во мне нет. Я не азартный человек, я не играю в азартные игры, поэтому... Поэтому в шашки мы сегодня почти не Поэтому играем. Вот, и мне не нравится, когда выбираются лучшие, но мне очень важно, фестивали интересны, когда на них есть люди, которые могут сказать тебе правду. И причем, ну вот, не то чтобы... Мне не понравился ваш спектакль, потому что он аргументированно, да, у вас вот неясная мысль, через образ не передано то-то, то-то, то-то. Таких людей очень мало, к сожалению, в нашем мире, именно в мире театра кукол. В драме много хороших критиков и людей, которые могут разобрать хорошо спектакль. А у нас вот немного, поэтому поездки сами по себе просто для тусни мне не очень интересно. Да не до того. Пообщаться, да, пообщаться хотелось бы. Да и не до того, действительно. Молчу. Как вы артистично молчите. Так образование все-таки какое-то есть. Большая часть репертуаров кукольных театров – это больше такая классика, сказки, признанная, любимая. А почему ничего ультрасовременного, такого вот, что прям вот придумали зубодробительное, такого нет? Потому что Поросенок и телепорт. детям бы понравилось. Ну, я же про отрезанную голову рассказывала, видите. Детям понравилось? Нет, детям, кстати, не нравится, когда... Не то, что нравится, они не испытывают к этому такого, ну, как это сказать, переживания, как взрослые, да. Вот у меня был спектакль «Невезучая курица», дважды я его ставила. Да, это такой суровый спектакль. Да, и больше возмущались те, которые вот в одном городе был случай, что даже внутри театра люди написали анонимку в министерство, что у нас тут театр жестокости, у нас тут голову курицы отрезают, отрубают там, отрывают ногу, перья выщипывают, что за. А зритель смотрит это прекрасно, детский. Ну, там и взрослые хорошо тоже. кончилось в итоге, Ну, да. потому что это решено через клоунаду. Это никто не собирался никого пугать. Никто не хочет, чтобы там все заплакали. Ах, там эта курица придурочная. Она бегает по сцене, кудахчет. Она идиотка, она глупая. И, в общем, неплохо, что ей иногда как-то приходится несладко. То есть справедливо. То есть ей всё? место-то в супе, да? Ну, в принципе, так. Понятно. А на спорт у вас время остается? Ну, Или- вот Только велосипед. велосипед, да, коньки. Я бы хотела, но просто да, это воля. Мне кажется, спорт – это не время, это сила воли. Можно же встать в 6 утра и пойти в спортзал. Ну, да, дисциплина, опять же. Ну, вот А вы любите пока нет. строить строгие планы на будущее? Вот год начинается, вы берете там А мне ежедневник, приходится. планер, а приходится, и хочется это все-таки разные вещи. Это нравится или это Нет, я бы, действительно необходимо? конечно, хотела бы без этого жить, посвободнее. А так ты застроен уже на ближайшие 2 года. И, То есть в ближайшие 2 года вы точно знаете, что, когда и ну, в почти, какое время да, вы будете почти, делать. Почти знаю, да. Ну это же прекрасно. Ну так, как бы ты не имеешь права на выдох иногда. А на отпуск право имеешь? По-разному. Ну вот сейчас, когда я работаю, я не так давно же в Красноярске, всего-то 1,5 года, в свой отпуск я все равно работаю, да, и я всегда, получается, работаю. А когда я была только приглашенным режиссером в течение 5 лет, у меня могли быть перерывы, допустим, там, раз в 6 месяцев я вообще ничего не делаю. Ну, грубо говоря, не то, что совсем. Я готовлюсь к следующему. Но это не та работа, вот как сейчас, да, сдача, там, волнение, репетиции с утра до ночи, как бы. Это не то. А не бывает такого момента вот в эти затишье, вот хочу движуху, Бывает. надо бы уже. Бывает, да, бывает. Как справляетесь? Велосипед? Лучший ответ на все проблемы. Велосипед, сын, муж, все, весь набор. Вот движуха. Борща поварила. Все, движуха. Кстати, а готовите хорошо? Ну, как сказать, у меня готовка, как и все в жизни, это по мере необходимости. То есть мой сын ест ну, очень мало каких продуктов. Да? Вот борщ, котлета, курица, картошка, там что-то такое. Это я все готовлю хорошо.
То есть у вас еще и время находится на готовку дома? Ну, когда я там была рядом с сыном, да. Но сейчас он с бабушкой там в Питере находится, и она это делает. Но когда я приезжала, вот я сейчас на 3 дня, пользуясь случаем, слетала в семью, конечно, первое, что я сделала, сварила борщ. Ладно. Мама приехала. Да, мама приехала, мама должна, значит, вот то сделать, что он любит. Вы счастливый человек? А мне кажется, никто не может сказать однозначно, ответить на этот вопрос. Даже? Вы же тоже, наверное, не могли бы. Счастье определяется. Сегодня счастлив, завтра что-то произошло, и тебе кажется, что что-то не так. Но судьбу гневить нельзя, наверное. Я, наверное, счастливый человек, если так смотреть. В целом довольны? Ну, условно, да. Прекрасно. Довольный человек – это мертвый человек. Черный юмор с улыбкой на лице. Спасибо вам, что нашли время к нам сегодня выбраться. Будем за Вам вас... спасибо, мы так прекрасно сыграли. О, да, Да. это моя любимая партия будет. Огромное спасибо еще раз. Поблагодарим, что пришли на нашу программу. Я напомню, что вы смотрели передачу «Вечерняя Ретро игра». сразу потянула. Да. Обязательно увидимся, услышимся на телеканале ТНВ. Пока. Пока-пока. До свидания.